Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 13 сентября. Главные работы должны быть выполнены качественно. Президент провел совещание с главами строительных фирм. Порядок установлен. Руководство рынка разобралось в сложившейся ситуации. Искусство без границ. Герои Островского в новом театральном сезоне заговорят на Остинском. Сегодня президент Анатолий Бибилов провел совещание с главами строительных фирм. Глава государства интересовался ходом работы и графиками сдачи всех строящихся объектов на территории Южной Осетии. На встрече присутствовали председатель правительства Эрик Пухаев и глава столичной администрации Алан Кочиев. Подробности у Дзарасы Кузаевой. В настоящее время ведется строительство более 10 улиц в городе Цхинвал, жилых домов и социально значимых объектов по всей республике. Глава государства подчеркнул, что некоторые строители работают с опозданиями, а тем временем скоро начнутся холода. Если не успеть в обозначенные сроки, строительные объекты перейдут незавершенными на следующий год. Фактически ни одного объекта нет, про который можно сказать, что все идет по графику. Ни одного объекта. Ни один строитель из вас не может сегодня сказать, почти ни один строитель не может сказать, что у нас все идет по графику, и мы успеваем те сроки, которые мы обозначиваем на этих совещаниях. То есть получается, что мы совещания проводим ради совещания. Время это прошло. Или мы работаем, или расходимся по домам. Или строитель работает, или сворачивает все свои механизмы и уезжает с объекта. В первую очередь Анатолий Бибилов потребовал отчет от строительных организаций, задействованных в асфальтировании улиц столицы. На многих из них работы отстают от намеченного графика. Он отметил, что из-за опоздания одного объекта задерживается начало строительства других. Президент поручил перманентно докладывать ему о ходе всех работ. Еще раз поручаю вам в ежедневном формате, Дмитрий Николаевич и Эдуард Владимирович, в ежедневном варианте объезжать вот эти все объекты, которые находятся на территории Южной Осетии. И еженедельно объезжайте объекты, которые находятся за территорией города Цхинвал. В настоящее время на улицах Армянская, Джоева, Колева, Школьная, Герцена, Кутузова, Заводская, Кирова, братьев Губаевых ведутся работы. Одновременно на строящихся улицах проводятся коммуникации. Более чем на 80% работы по строительству выполнены на Соборной площади. Также работы по газификации ведутся по улице Герцена. Анатолий Бибилов поручил на следующей неделе немедленно приступить к работам на обеих сторонах улицы Герцена. Президенту доложили о ходе строительства детского сада и школы в Лениногорском районе. Анатолий Бибилов интересовался темпами стройки жилых комплексов, подчеркнув, что работы должны идти в максимальном объеме. Что касается строительства многоэтажки по улице братьев Губаевых, то некоторый объем работ можно выполнить в этом году, в частности, приступить к демонтажу старого здания. Вот если мы в этом году не сделаем демонтаж, я уверен, что мы не сможем выполнить обязательства по 2018 году. Поэтому задача найти обоснование и юридическое оформление того, чтобы они в этом году вот сейчас начали разбирать вот эти вот разрушенные здания. И тогда у них есть все возможности в будущем году, даже не спеша, вывести эти дома и закончить. Если они начнут работать там, в апреле месяце. У них есть эта возможность, правильно? Можно вплоть до котлована в этом году выкопать. И может и какие-то строительные работы провести. На совещании отчитались о проделанных работах в театре. Рабочие приступили к устранению недоделок фасада здания. Но основной объем работ все же приходится на зрительный зал и самое главное на сцену. У нас сейчас после Меркурия заехала Казанская бригада отделщиков. Они просто вот сейчас есть такие моменты, где переделывают. Она по качеству не устраивает. Это то же самое по фасаду, то же самое это
по шпаклевке и поклейке обоим, есть такие моменты. А так основные объемы у нас уже завершены. 30 ноября должны закончить Росдрамтеатр. Полным ходом и по графику идут работы на объекте строительства хирургического комплекса. Помимо стройки сюда уже завезена определенная часть медицинского оборудования. Все в графике, и монтажные работы, и поставка оборудования. На сегодняшний день тяжелое оборудование, это рентген, КТ, и ряд уже на месте. Идет планово, идет монтажные работы. Все в графике. Фактические работы с опережением графика, рисков никаких нет. Глава государства еще раз подчеркнул, что практически все строители – граждане Южной Осетии и должны более чем ответственно подходить к своей работе. И главное, все работы должны быть выполнены качественно. Мы делаем для себя. По этим улицам будут бегать наши дети, по этим улицам будем ездить мы сами. И мы сами должны радоваться тому, что мы сделали, что вы сделали. Зараса Кузаева, Алим Батеев. Информационный выпуск сегодня. Вчера гостем обновленной программы с Тамерланом Дзуцевым в центре внимания стала министр образования и науки Наталья Гассиева. Обсуждались вопросы квалификации педагогов, переноса начала учебного года, обучения по лимиту в вузах Российской Федерации и другие важные темы сферы образования. Обо всем подробно Эльвира Тибилова. Министр образования и науки Республики Наталья Гассиева в прямом эфире государственной телерадиокомпании ИР рассказала о работе министерства. Главным из обсуждаемых тем был вопрос переноса начала учебного года на 4 сентября, как дань памяти погибших в Бесланской трагедии. Такое предложение было внесено преподавателями на учительской конференции в августе. Идею поддержали многие, ведь Бесланская трагедия – общая боль для всех осетин. Министр отметила, что в этом вопросе стоит учитывать мнение всех, чтобы решение было окончательным. Есть аргументы за перенос, есть аргументы против. За, конечно, всем понятно, что это трагические дни для всего осетинского народа. 1, 2, 3. Вы знаете, что траурные мероприятия проводятся в Беслане 3 числа. Есть аргументы другие. Как бы перенос на 4 число не стал просто со временем переносом начала учебного года. И Министерство образования в течение этого учебного года как раз будет заниматься опросом и учеников, и учителей. Мы будем учитывать общественное мнение. Если все-таки будет больше аргументов, связанных с переносом, то, естественно, мы будем делать так, как этого желает народ. За 2 учебных года министерством за счет сэкономленных средств было закуплено более 37 тысяч учебников для школ республики. Однако их хватило не всем. Ведомством ведется работа, чтобы недостающее количество учебников также было закуплено в текущем учебном году. Начальную школу мы закупили в прошлом году, то есть в этом году мы закупали только с 5 по 9 класс в городе и в районах до 11, смотря в каком районе какие средства были найдены. Так вот, некоторые учебники мы дозакупили в этом году для начальной школы. Я знаю, что в городском отделе народного образования они озадачены, почему не хватило учебников, которые были заказаны определенное число. И оказалось, что в принципе это чисто человеческий фактор. Некоторое количество, большее количество, нежели нужно было в ту или иную школу, попали туда. Мы просим родителей нас тоже понять, и городской отдел понять, и нас, и районный. Мы ведь делаем это тоже впервые, и, конечно, на те средства, которые внутри пытались вычленить, да, из общей системы, из бюджета. На будущий год мы изучаем вопрос в этом году, мы дозакупим еще. Те учебники, которые мы увидим в этом году, не хватает. Мы еще постараемся сделать большее количество, чтобы, наконец, проблема была снята на ближайшие 3-4 года. Учебник по истории Южной Осетии, работа над которым велась более 6 лет, появится в образовательных учреждениях республики в ближайшее время. 2 дня проект учебника у меня на столе. И я его читаю, этот учебник. Потому что мнение о подаче материала ученых и школьных педагогов немного разнятся. Школьные педагоги просят упростить текст, стиль. Стиль написания, чтобы он не был научным, да. Только стиль. Естественно, это
достаточно, не могу сказать сложно, но это немножко проблематично для людей, которые занимаются наукой, но не преподают в школе. Вот вся проблема в этом. Этот учебник будет, он издан, в скором времени будет. Конечно, как вот очень хорошо было, фраза произнесена была в одном из репортажей, пусть с большим опозданием, но будет. 486 выпускников окончили школу в прошлом учебном году. Из них только по линии Россотрудничества в внешнеполитической квоте 51 стали студентами российских вузов. 30 абитуриентов были направлены в североостинские вузы. При запросе на лимитные места обучения, отметил министр, в обязательном порядке учитывается государственный заказ, то есть специалисты, в которых республика нуждается. Однако не все из выпускников заканчивают учебу, возвращаются и устраиваются по специальности. В этом году к нам приедет 38 выпускников высших учебных заведений. Это только бакалавриат. Соответственно, в 2013 году республика послала 50 абитуриентов для обучения в вузах Российской Федерации. 28 это был бакалавриат, 10 это был специалитет, ну а дальше магистратура, ординатура, аспирантура. Так вот, возвращаются 38 бакалавров. И это не обязательно юридические, экономические, как мы привыкли. Это информационные технологии, это дизайнеры, это социальные работники, это психологи. И, конечно, опять станет вопрос и проблема трудоустройства. Мы как-то пытаемся решить эту проблему, пытаемся объяснить. И во многих образовательных учреждениях эту проблему решают, скажем так, благородно и красиво. Старшее поколение делятся своими часами с молодыми, молодые, я еще раз хочу подчеркнуть, мудрые молодые, потому что мудрость – это не признак возраста. Вот мудрые молодые пытаются у них научиться. Министром был затронут вопрос и о квалификации педагогов. 57 преподавателей не подтвердили свою квалификацию во время последней проверки. По мнению министра, это связано с тем, что многие педагоги несерьезно отнеслись к этому делу. Поэтому итоги стали такими неутешительными. Если педагог во второй раз не подтвердит квалификацию, речь будет идти об его увольнении, уверила глава ведомства. Другим актуальным вопросом является переполненность дошкольных образовательных учреждений, которая может решиться только постройкой новых детских садов. В центре внимания Натальи Гасиевой были и другие вопросы, в том числе отсутствие спортивных залов и площадок в школах, мобильные телефоны во время учебы в школе, школьные походы, которые превращаются в посиделки и так далее. В этом году День учителя совпал с юбилеем Министерства образования и науки, который отмечает 25-летие. Эльвира Дебилова, Фатима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. Сопредседатели женевских дискуссий посетили поселок Ленингор. На интересующие гостей вопросы ответил глава администрации Ленингорского района. Также был совершен инспекционный объезд по образовательным учреждениям, строящимся и торговым объектам. Марьяна Чочева продолжит. Сопредседатели женевских дискуссий накануне 12 сентября посетили поселок Ленингор. Целью визита было лично убедиться в отсутствии ущемления прав жителей поселка, чей родной язык – грузинский. Встреча состоялась с главой администрации Ленингорского района Филиппом Хачеровым и представителем отдела образования Ленингорского района Кетаван Хачеровой. Проинспектированы были также экономические составляющие района и образовательные учреждения. В ходе встречи Филипп Хачеров ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей. Он рассказал об экономической деятельности района, сообщил, что в скором времени, а именно уже в конце месяца, начнется работа Ленингорского завода по производству пива и фруктовых соков. Благодаря поддержке Министерства экономического развития этот объект обещает поселку большую финансовую выгоду, а также от 40 до 50 рабочих мест, и это только для начала. Дальнейшая перспектива роста заработной платы и количества рабочих мест гарантируется. Кроме этого, по поручению правительства Республики Южная Осетия на администрации района подготавливаются документы, предварительные документы для определения инвестиционных площадок, для определения объектов, которые могли бы быть задействованы в плане открытия новых производств. И эти инвестиционные площадки, значит, мы подготавливаем документ со всесторонней их характеристикой для тех, которые могут, для тех, кого они могли бы заинтересовать. Вот. Не только здесь у нас в республике, но и за пределами республики.
Филипп Хачеров также поделился с присутствующими планами по развитию аграрной промышленности района. Сейчас руководство республики, конкретно для Лениногорского района нашего же, ставит вопрос такой. Еще неизвестно, насколько это получится, но есть постановка вопроса такой, чтобы на равнинных наших территориях была построена мелиоративная система. Оросительная система, которая вот на этих площадях позволила бы развить сельскохозяйственное производство. Позволила бы. Это, несомненно, был бы большим успехом, не только даже на уровне в масштабах нашего района, но и в масштабах всей нашей республики. В том случае, если задумка осуществится, сельскохозяйственная отрасль государства выйдет на совершенно новый уровень. Мы сможем обеспечить продовольствием не только себя, но и экспортировать свой продукт. Далее сопредседатели женевских дискуссий изъявили желание посетить образовательные учреждения. Первым в очереди был новый детский сад, построенный за счет средств инвестиционной программы. Его обитателями станут дети дошкольного возраста от 1,5 до 6 лет. Детский сад рассчитан на 100 детей. У каждой группы будет своя территория для прогулок, а также обучаться они будут по разработанной Зоей Битарте программе «Малусак». Фактически здание детского сада полностью оборудовано и готово к сдаче в эксплуатацию. Однако комиссия из России не торопится сдавать объект. За территорией детского сада виднелось строящееся здание школы. Делегация направилась в действующую школу. Здание школы разделено на две части – на грузинскую школу и на русско-осетинскую. Члены делегации вместе со съемочной группой побеседовали с директором русско-осетинской школы Залиной Черткоевой. В настоящий момент они занимают половину здания грузинской школы и учатся здесь 68 человек. Гостей интересовало, не тяжело ли детям обучаться одновременно 3, а то и 5 языкам, включая английский и немецкий. Как известно, Швейцария, откуда наши гости прибыли, сама разделена на 3 части – немецкую, французскую и итальянскую. И вопрос был задан с целью извлечения опыта. Однако конкретно ответить на вопрос сложно, так как осетины легко поддаются обучению иностранным языкам. И теперь выпускники лениногорских школ смогут поступать и в вузы Российской Федерации. Камней преткновения обнаружено не было. Гости убедились, жители Ленингора, как осетины, так и грузины, дружны между собой. На самом деле абсолютное большинство жителей Ленингора и прилегающих сел этнических грузин живут в своих домах. Каждый из них имеет право въезжать в Грузию, то есть у них связи с Грузией поддерживаются. И мы считаем, что это довольно-таки гуманное дело, чтобы не оборвать одночасье экономические родственные связи жителей Ленингорского района, которые являются абсолютно такими же гражданами Южной Осетии, жителями Южной Осетии, как и другие. В завершении встречи делегация прошлась по торговым объектам поселка для изучения ассортимента. После беседы с продавцами было выявлено, что 99% разновидностей товаров привезено из Российской Федерации. Марьяна Чочиева, Альдина Чихоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Для студентов Юго-Осетинского госуниверситета из Лениногорского района предоставлены комнаты в общежитии. Кроме того, бесплатный проезд в поселок. Приятен тот факт, что выпускники школы Лениногорского района выбирают учебу в вузах республики и Российской Федерации, где получают достойное образование. За учебные парты в ЮОГУ сели и абитуриенты из Лениногорского района. Многие выходцы района, выбрав профессии, поступили в Юго-Осетинский университет. Ирина Хубулова мечтала выучить иностранные языки. В школе усиленно изучала английский и выбрала факультет иностранных языков. До 7 класса она училась в Северной Осетии. Позже их семья переехала в поселок Ленингор. И 5 лет она проучилась в Ленингорской средней школе. Сейчас она учится на 2 курсе и рассказала нам, что ей здесь все интересно, и она постарается окончить учебу на отлично. Я даже не знала, куда поступать, но я начала более углубленно изучать английский язык, и мне понравилось, я решила, что продолжить изучение, и тем более, когда я узнала, что помимо английского здесь еще изучают немецкий и французский, то это больше меня привлекло, и я решила поступать на ИНЯС. Также к нам отсюда из университета приезжали, рассказывали, как здесь учиться, как, что, и это еще более заинтересовало меня, привлекло, и я уже без всяких раздумий решила поступать именно в ЮГУ. Преподаватели очень знающие, они добрые, хорошие, они могут, то есть они очень много знают и могут тебе много преподнести. Также другие предметы, которые мы изучаем, тоже много что мы узнаем нового из них. Тамас Гулоев, еще один студент из Лениногорского района, учится на факультете психологии. Единственный парень на курсе, уже сегодня подающий большие надежды. Как отмечают преподаватели, они отличаются своей скромностью, порядочностью, желанием делать все на отлично.
Хочу особо отметить то, что эти студенты отличаются особым прилежанием. Они усидчивые, стараются учиться и всегда бывают и отличаются от других детей даже каким-то тактом, своим поведением. И я всегда очень горжусь тем, что они получают знания и потом могут их реализовать. Они интересуются дополнительной литературой, им бывает все интересно. И мне бы очень хотелось, чтобы больше студентов и больше выпускников школ Ленингорского района приезжали к нам. Мы им всегда рады. С каждым годом количество студентов увеличивается. Руководство ЮГУ делает все возможное, чтобы создать им все условия. В прошлом году у нас был неплохой прием с Ленингорского района, около 30 человек. Особенно почему-то ленинgodцы выбрали физкультурный факультет, 10 человек туда поступили. Ну и другие тоже были дневные факультеты, такие как история, психология, иностранный язык. На прикладную математику из Ленингора пришли. В этом году вот на дневное отделение только избрали специальность психология. Больше всего радует тот факт, что выпускники школ Ленингорского района уже сегодня выбирают учебу в ЮГУ и вузах Российской Федерации и получают качественное высшее образование. Проблем там очень много. И одна из проблем связана с тем, что выпускники ленингорских школ, они стремились уже как-то по инерции поступать в учебные заведения Грузии. Наша задача, конечно, привлечь их. И вот у нас появились первые ласточки, давайте так скажем, никого не обидев этим чудесным словом «ласточка». И мы очень-очень надеемся, что ленингорцы будут учиться у нас, в нашем университете, почувствовав себя по-настоящему неотъемлемой частью нашего государства. Для студентов из Ленингорского района в ЮГУ организованы комнаты в общежитии. Проезд в Ленингорский район для них бесплатный. И уже совсем скоро двери для них откроет и новое здание университета. Марьяна Чочева, Регина Черткоева, Арсен Гасьев. Информационный выпуск сегодня. Во вчерашних информационных выпусках мы поднимали проблему, с которой столкнулись местные предприниматели на городском рынке. А именно, они жаловались на то, что перекупщики занимают места не только за прилавками рынка, но и не предназначенные для торговли места. Руководство рынка обещало разобраться в сложившейся ситуации. Как был решен вопрос в репортаже Алены Уттаевой. Сельхозпроизводители занимали место у входа и на улице перед рынком, так как, по их словам, не было мест, где бы они могли реализовать свою продукцию. Руководство рынка в кратчайшие сроки решило проблему. Теперь каждый сельский житель имеет свое место за прилавком. Руководство рынка совместно с участковым милиционером Ливаном Хабаловым рано утром взялись за наведение порядка на территории рынка. Каждый из сельхозпроизводителей, как только привез свою продукцию, занял свое место за прилавком. Теперь им не приходится стоять под палящими лучами солнца в жару и реализовывать свой товар в антисанитарных условиях перед рынком. На прилегающей территории рынка номер 2 стояли сельхозпроизводители. Вчера мы решили эту проблему. Я позвонила участковому, и он пришел. И мы договорились с жителями селений, чтобы они стояли у нас на прилавках. Они, конечно, не хотели там стоять, но мы договорились с ними, и сегодня мы решили эту проблему. Большой проблемой было то, что многие занимали места прямо перед рынком, и невозможно было пройти вовнутрь беспрепятственно. Ко мне обратилась директор рынка Мзия Кураева с просьбой решить проблему совместными усилиями. Сельхозпроизводители довольны, рады тому, что наконец-то каждый из них, согласно правилам, стоит за прилавком. Но они обратились к руководству рынка с еще одним предложением, чтобы перекупщики и производители сельхозтоваров имели отдельные места. Тогда покупатель будет знать, где продается привозной товар, а где местная сельхозпродукция.
Мы готовы занять из 3 рядов любой. Все сельхозпроизводители должны стоять за прилавками вместе. Рады, что на рынке сейчас есть порядок, и глаз радуется от того, что свободного места на территории стало больше. И нам, и покупателям легче передвигаться. И красиво, и чисто. Директор рынка Мзия Кураева отметила, что предложение, которое поступило от сельхозпроизводителей, одобрено. И с завтрашнего дня эти люди будут занимать отдельные ряды. Алена Уттаева, Азиз Пагаев, информационный выпуск сегодня. Театралов республики ждет премьера спектакля по пьесе Александра Островского «Лес». До открытия нового сезона остаются считанные дни. Работа над спектаклем завершена, проходят последние репетиции. Режиссер-постановщик Андрей Тесарук приглашен из Москвы. Между артистами Госдрамтеатра и режиссером во время работы царит взаимопонимание. Репортаж Ирины Битиевой. 82-й театральный сезон откроется новой постановкой Александра Островского «Лес». Ставит спектакль режиссер из Малого театра Андрей Цесарук. Как говорит режиссер, ему много и часто приходится ставить пьесы Островского, но до конца ему этот автор все же не раскрылся. Но то, что именно у нас на сцене Госдрамтеатра ставится пьеса «Лес», все же не случайно. В этой постановке говорится и о жизни актеров, так как очень часто им приходится скитаться в поисках работы. Все это режиссер знает из собственного опыта. Можно сказать, что многим творческим людям этот процесс поиска хорошо знаком. Выбору спектакля способствовал и художественный руководитель театра Тамерлан Зуцев. Несмотря на то, что Цесарук не владеет осетинским языком, а репетиции идут на осетинском, все же между актерами и режиссером прекрасное взаимопонимание. Режиссер не скрывает, что во время работы с актерами над спектаклем происходит взаимообмен. Про актеров пьеса, про актеров и общество. А я сам актером работал неудачно много, и знаю, что это такое, и видел актерские судьбы, которые не складывались, их тысячи, очень много, как актеры пьют, как они мыкаются, как они не приспособлены к жизни. И эта тема, мне интересна. Вот, поэтому «Лес». Спектакль классический, но комедийный. Автор пьесы показывает конфликт в дворянском обществе, столкновения, споры. На сцене нашего театра ставятся постановки, из которых можно что-то для себя подчеркнуть. После просмотра новой постановки я думаю, что зритель не уйдет разочарованным. Так что милости просим на премьеру. Каждый режиссер пытается внести в произведение что-то свое, не похожее на других, и в этом им помогают художники-постановщики. Для Анны Аматуни это вторая крупная постановка, несмотря на то, что она стала выпускницей ГИТИСа всего год назад. Тут я как поняла, это странно, тут в зале, оказывается, никогда не варились. Но здесь просто очень хотелось отделить такое театральное на сцене и что-то такое искреннее, чистое в лес. То есть хотелось, чтобы актеры как бы менялись, просто переходя по этой ступеньке, чтобы они, не знаю, но когда мы в лесу, мне кажется, мы когда вообще наедине с собой, мы другие. Мы как-то все равно это диалог с самим собой, это какие-то искренние, такие светлые мысли часто. Мы можем даже пакостничать, но потом уже все понимаем. И вот этот момент, что там на сцене одно, а потом ты выходишь в эту темноту такую сюда. И тут как-то... До премьеры осталось буквально пару дней. Актеры волнуются перед показом. До последнего вносят свои изменения. Для зрителя будет неожиданно, что в зале играются какие-то сцены. Вот здесь, вот несколько сцен прям в зале играются. Я с актерами общался, они говорили, что зритель к этому не привык здесь. И нам интересно, как это будет воспринято. Это точно будет новое для этого места. Комедия «Лес» однозначно из самых сложных и совершенных творений Островского. Но как получилась постановка, будут уже судить зрители. Ирина Битиева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 14 сентября. В Наурском районе республики завтра, 14 сентября, ясно. Днем температура воздуха плюс 27, ночью плюс 15. В Завском районе также ясно. Днем 30 градусов тепла, ночью плюс 19. В городе Квайса ясно. Днем плюс 26, ночью 17 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии ясная погода. Днем плюс 27, ночью плюс 18. В столице республики в Цхинвале также ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 18. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.